Сегодня состоялось 152-е судебное заседание по делу в отношении Ахтема Чийгоза. И сегодня начались прения. В дообеденное время успела выступить прокурор Супряга. В прениях она не слишком много прилагала усилий. Фактически пересказала обвинение, которое было предъявлено Ахтему Чийгозу, с небольшими исключениями, обстоятельствам, которые у нас возникли в ходе судебного следствия. Обвинение изменилось в части одного потерпевшего по фамилии Снарский, который в ходе судебного следствия отказался давать подписку об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, и прокурор решил его не допрашивать, исключить из числа потерпевших. Кроме того, прокурор изменила квалификацию в части ряда потерпевших, где наличие повреждений телесных не было доказано, не подтверждено экспертизами, в том числе в отношении потерпевшего Соловьева, который заявил гражданский иск в сумме 1 миллион рублей. И прокурор попросила отказать ему в удовлетворении этого иска, поскольку, согласно судмедэкспертизе, повреждения Соловьева не были связаны с участием им в мероприятиях 26 февраля 2014 года. В остальной части обвинение осталось без изменений. Несмотря на то, что по уголовному закону, по статье 12 Уголовного кодекса Российской Федерации, потерпевшие не граждане Российской Федерации на момент событий, поскольку события происходили за пределами Российской Федерации, и обвиняемый не гражданин Российской Федерации, не могут вменяться Чийгозу. Но в свое время мы заявляли это ходатайство, суд его отверг, и прокурор оставил все в силе. Позитивный момент — это то, что прокурор в прениях признал Ахтема Чийгоза гражданином Украины, без каких-либо оговорок. Мы все знаем тяжелые ситуации с другими политзаключенными украинскими, когда им навязывают российское гражданство, и это препятствует последующей их выдаче в Украину по конвенции. В итоге своих прений прокурор недолго выступала, несколько раз ее прерывали, потому что она тараторила. Ахтему Чийгозу в режиме видеоконференц-связи было непонятно, что она говорит. Прокурор попросила 8 лет лишения свободы Ахтему Чийгозу, при том, что по санкции этой статьи ему грозит от 4 до 10. Попросила 8, и это несмотря на наличие смягчающих обстоятельств, а именно наличие несовершеннолетних детей. Для примера, в болотном деле Сергей Удальцов, которого осудили тоже за организацию массовых беспорядков, то есть ровно по той же статье, по той же санкции, прокурор просил 6 лет, и суд дал 4,5 тоже. Он через 3 дня должен выйти на свободу. Поэтому совершенно очевидно, что для Ахтема Чийгоза уже избран некий средний вариант, то есть порядка 6-7 лет, который утвердит суд, для того, чтобы у власти была возможность для маневра, для торговли его освобождением, взамен на, естественно, политические преференции. Поэтому, что касается продолжения, по ходатайству Ахтема Чийгоза после выступления прокурора был представлен перерыв. За время перерыва я встретился с ним в следственном изоляторе и пообщался. В 14 часов у нас должно было возобновиться судебное заседание, и уже сторона защиты должна была выступать в прениях. Но к 14 часам стало известно, что Верховный суд Республики Крым обесточен. Произошло возгорание силового кабеля. Вызвали пожарную команду, и суд был вынужден принять решение об отложении судебного заседания до завтра, до 9:30. Успеют починить или нет, неизвестно. Сторона защиты, естественно, использует это время для того, чтобы дополнительно подготовиться к прениям и более аргументированно высказать свою позицию. Но, повторю известный тезис, что по политическим делам в Российской Федерации суда нет. Приговор заранее предрешен,
несмотря на то, что вина Ахтема Чайгоза в ходе судебного следствия доказана не была. Об этом я завтра подробно буду говорить в ходе прений.